В начале XX века эта дорога вела к Николаевской церкви. Чудом сохранившийся до наших дней храмовый комплекс до сих пор продолжает удивлять посетителей Тандинского историко-архитектурного музея. Неподалеку от храма находилось родовое гнездо молодой четы Лонгиновых. Дьяческий сын 23 лет от роду Дионисий Лонгинов служил псаломщиком. Его молодая 18-летняя жена, дьяческая дочь Сусанна Нифонтова, была преподавателем церковно-приходской школы в селе Мюрю, а затем и в Танде. Здесь в сентябре 1919 года у них родился сын Владимир, будущий герой Советского Союза из старинного рода Логиновых-Лонгиновых. История рода большой патриархальной семьи Логиновых-Лонгиновых тесно связана с летописью изучения Сибири, Камчатки, Аляски и Дальнего Востока. Владимир Лонгинов, герой Советского Союза, как по социальному происхождению, как принято было в то время говорить, из духовенства. Священником был его отец Дионисий Евстафьевич Лонгинов, и из семьи церковнослужителя, псаломщика Петра Яковлевича Нифонтова, Боягинской Николаевской церкви, вот была дочерью его мать, Сусанна Петровна Нифонтова. В семье Сусанны Петровны все сыновья псаломщика Петра Яковлевича Нифонтова стали священниками. Братьев Нифонтовых было 4 человека. Интересно, что 2 брата Сусанны Петровны участвовали в русско-японской войне. Брат ее, Зиновий Петрович, даже получил медаль боевую, участвовал в битве при Мукдене. Это знаменитая битва этой войны. Поэтому такие качества отваги и так далее мы рассматриваем, что могли принадлежать генетически по линии матери и, как выяснилось в результате поисков, и по линии отца. Дионисий Евстафьевич – 6-й священник, значит, в династии священников Логиновых. Почему династия так сложно называется? Это очень интересная история. Начнем сначала. В новгородских землях, это недалеко от Великого Новгорода, есть деревня Логиново. В Казанском храме Новгородского уезда в XVIII веке, и, может быть, в XVII, был священник Михаил Романович Логинов. У него был сын, звали его Петр. Как было заведено, священники отправляли на учебу своих детей. Так вот, священник Михаил Логинов отправил своего сына в славяно-греко-латинскую школу. Сейчас это учебное заведение называется Московская духовная академия. То есть, получается, родоначальником камчатской ветви священников Лонгиновых является Петр Михайлович Логинов. Он по собственному желанию поступил в духовную миссию архимандрита Хатунцевского. Это была 2-я духовная миссия в составе 2-й Камчатской экспедиции Беринга. То есть, если бы Беринг не поехал на Камчатку, если бы Петр I не отправил туда Беринга, то, значит, на Камчатке не было бы этих священников. В 1745 году Петр Логинов оказался в Большерецке, где он служил учителем школы
до 1761 года. После того, когда миссия Хатунцевского была завершена, это был 1751 год, большая часть ее участников уехала обратно в Москву вместе с архимандритом. А вот Петр Логинов по собственному желанию остался служить на Камчатке. В 1761 году Петр Михайлович Логинов отправился в Иркутск, где принял священство. Его посвятил священники епископ Сафроний Иркутский. Затем он вернулся на Камчатку, умер в 1771 году в мае. У него был сын Петр. У Петра был сын Алексей. У него был сын Евстафий. Как полагается детям духовенства, он был отдан в духовное училище, но это духовное училище в 1845 году было переведено на Аляску. Тогда назывался город Новоархангельск, в нем была семинария Новоархангельская. Евстафий попал в эту Новоархангельскую академию. Он в 1845 году из Новоархангельска был отправлен на Курильские острова. Он вернулся из этой миссии в Порт-Аян, где в это время был Иннокентий Вениаминов. Был назначен в эту Аянскую церковь и прослужил в ней до 1860 года. В 1860 году он был назначен в Якутию. Самое интересное то, что все священники имели фамилию Логиновы, а наш, значит, Лонгинов. И это заслуга Иннокентия Вениаминова. Когда он посвящал отца Евстафия во священники, он ему изменил фамилию. И священник стал прозываться с этого дня, с 12 декабря 1843 года, не Логиновым, а Лонгиновым. Он прослужил в Дюбсинской церкви до 1887 года, 27 лет. Он основал там школу в 1862 году и считается основоположником Дюбсинской школы. У него родились дети. И среди детей родился в 1884 году и отец, значит, герой Советского Союза Дионисий. Все эти люди пассионарные. Начиная с Петра Михайловича, который отправился на Камчатку, да и остался там потом. Все даже Евстафий отправился на Курильские острова, значит, а потом еще и в Якутию. И, не меняя места службы, прослужил столько лет, умер и похоронен в ограде Дюбсинского храма. Поэтому это уже не первое поколение Владимир, значит, оказался Лонгиновых, кто родились на якутской земле. На якутской земле родился его отец. Значит, якутские корни генетически имела его мать. То есть земля Аланхо, его полностью является колыбелью. Тандинцы бережно относятся к родовому поместью Лонгиновых. К сожалению, не сохранился дом, в котором родился и где прошло детство Владимира Лонгинова. Но остался храм, в котором ныне находится музей. Стены этого некогда божеского дома помнят многое из летописи Якутии. Несколько историй связаны с именем легендарного человека. Его в народе называли партизан Егоров. Григорий Васильевич Бейте-Сюрдяхуский. Гаврил Васильевич Егоров был человек уважаемый, статный на вид, а еще славился как мастер на все руки. В 1929 году вышел указ о закрытии всех церквей.
А здание этого храма сохранилось до наших дней только благодаря ему. В то время он, как член ЕЦИК, находился в Танде. И при решении вопроса о церкви сказал: «Это здание построил не Господь Бог, спустившись с небес на землю, а наши тандинские мастера, и оно еще долго будет служить вам». Был еще другой случай. В 30-х годах в селе шли масштабные строительные работы, в том числе сооружались 3 школы. Так получилось, что не хватило стройматериала. И тогда на заседании стройкомитета решили использовать бревна из храма. К счастью, в это время Егоров был при обсуждении и тут же высказал свое мнение. Вы хотите, чтобы ваши дети изучали архитектуру прошлого по картинкам книг, или все же увидели эту красоту своими глазами? Так и сохранился храм до наших дней. В Тандинском музее имеются уникальные артефакты, письма, фотографии, личные предметы, хранящие память о семье Лонгиновых. Дионисий Евстафьевич был в Танде помощником псаломщика. Проходил стажировку в период с 1906 по 1909 годы. В это время познакомился с Сусанной Петровной. Здесь они создали семью, родилась первая дочь Акулина. В 1908 году семья переезжает в Якутск, где Дионисий был рукоположен в диаконы при Софийском и Преображенском храмах, затем назначен иереем Жиганского прихода. А в 1912 году его перевели в Бескёльскую Иннокентьевскую церковь. Перед отъездом в Якутске они сфотографировались с родными на память. Здесь священник Петр Анастасьевич Бурнашов с сыновьями, протоиерей Николай Иннокентьевич Нифонтов, сестра Сусанна Петровна с мужем и сыновьями, мать Дионисия Акулина Егоровна, сам Дионисий, Сусанна Лонгинова, а также их дочь Акулина. В музее находится Евангелие семьи Лонгиновых. Было найдено в Дюбсе и имеет интересную историю. При святителе Иннокентии Вениаминове проводилась большая работа по переводу богослужебных книг на якутский язык. А он не раз приезжал в Танду к Лонгиновым. Это Евангелие принадлежало Дионисию Евстафьевичу, и на ней сохранились важные записи о службе в Жиганске, Бескёле и назначении в Танду в феврале 1919 года. Интересным экспонатом Тандинского архитектурно-исторического музея имени Готовцева является икона. Сотрудники музея считают, что эта икона принадлежала семье Лонгиновых. Специалисты, искусствоведы Якутского национального художественного музея считают, что это работа Анастаса Григорьевича Бурнашова, известного якутского резчика по мамонтовой кости и иконописца. Все эти экспонаты очень дороги нам. Но особенно для меня лично, да, это семейный чайник. Вот семейные чайники, семейные самовары – это символ семьи. Когда вот все, наверное, Лонгиновы сидели за столом, и пыхтел этот чайник на огромном столе, потому что семья была огромная. Вот я представляла такую уютную картину, как они там сидели за чаем. Владимир Лонгинов родился в селе Танда Усть-Алданского района 2 сентября 1919 года. Он был 5-м ребенком, не считая 4 братьев и сестер, умерших в раннем детстве. После Владимира у Лонгиновых родилось еще 3 детей. В это время в Якутии было тревожно. По указу революционного комитета закрывались храмы, а представители духовного сословия подвергались гонениям. Это были очень сложные и непростые времена. И поэтому люди не всегда в автобиографиях могли писать то, что есть на самом деле. Во время допросов мы не знаем, какие вопросы задавали Дионисию. А то, что у него были проблемы
с органами, мы знаем, потому что он был лишен гражданских прав как священник, и 2 раза он подавал в суд, значит, с просьбой в органы о том, чтобы его восстановили в гражданских правах. Родной брат Дионисия Стефан, служивший священником в разные годы в Абагинском, Амгинском и Черопчинском храмах, был арестован и в тот же день убит при попытке к бегству. Брат Сусанны Петровны, священник Петр Нифонтов, служивший в Венджинской церкви Колымского округа, также был арестован и осужден на 3 года ссылки. Для семьи Лонгиновых наступили не самые лучшие времена. Дети, чтобы получить 7-классное образование, были вынуждены учиться в разных селах и школах. Володя как личность, конечно же, сформировался в Танде. Здесь он родился и жил там до 8 лет. Его первые представления об окружающем мире сложились именно в этом селе. В этих местах он бегал, играл, познавал, взбираясь на горные вершины Керестех, обошел все вдоль и поперек. Рассказывают, что он был на вид крепкого телосложения, среднего роста, физически развитый и мог за себя постоять. В юношестве охотился, ездил верхом и любил ухаживать за лошадьми. Когда уехали в город, отец работал извозчиком. По воспоминаниям друга известно, что на охоте стрелял метко, всегда попадал в цель. На первый взгляд судьба Владимира Лонгинова ничем не отличалась от жизни его ровесников. Учился, дружил, понимал все тяготы и испытания, выпавшие на долю родителей. Дионисий Евстафьевич, лишенный гражданских прав, мог работать только чернорабочим, возил воду и убирал мусор. Все материальное положение семьи легло на плечи Сусанны Петровны. Ее постоянным местом работы стал якутский туберкулезный диспансер. Владимир, чтобы помочь родителям, окончив курсы страховщиков, уехал работать в Тампонский район. Ему пришлось пройти немалые испытания, преодолевая огромные расстояния гористых местностей. Из воспоминаний сослуживца Владимира Лонгинова. Нам часто приходилось ездить верхом на оленях. В одной из таких поездок потеряли навьюченного продуктами оленя. Володя, несмотря на то, что уже смеркалось, ушел искать пропавшего оленя и вернулся только утром. Олень был найден, а лицо Володи сияло от радости. С такими приключениями доехали до местечка Бараи, где располагалось 30 эвенских юрт. В то время еще не все владели грамотой, и Володя с интересом взялся обучать безграмотных. Через месяц 15 человек уже умели читать и писать на якутском языке. Владимира Лонгинова призвали на фронт в августе 1941 года. Окончив курсы военной подготовки, был назначен командиром отделения роты пулеметчиков 206-го стрелкового полка 47-й армии Воронежского фронта. 5 человек ушло из семьи, 2 зятя ушло и 3 сына. Вот ушел старший сын Алексей, ушел Владимир, и еще у них был приемный сын младше, то есть старше на 1 год он был Володя, звали его Илья Капитонов. И вот 3 сына, 2 Лонгиновых и 1 приемный сын, они не вернулись с войны. И все они были холостые. Значит, у Володи была девушка. В газете «Крым» писали, что старшая его сестра называла ее фамилию и имя Валентина Пинаева. Значит, но, к сожалению, у нас пока никаких сведений о ней нет. 12 октября в наступление перешли и войска Воронежского фронта. Но почти сразу неудача. Изрезанный холмистый характер местности сильно затруднял использование танков и как нельзя лучше подходил немцам для действий в обороне. Вплоть до конца октября наши части предприняли несколько тщетных попыток прорваться к столице Украины.
потери были большими. Владимир Лонгинов свой последний бой принял 18 ноября 1943 года. Ему было всего 24 года. Алексей, Илья и Владимир, 3 брата-сестер Лонгиновых, не вернулись с полей сражения. Сухая фраза «пропал без вести» не давала покоя родным. Одна из сестер Владимира, Иулита, не переставала писать и искать точные сведения о братьях. И этот день наступил спустя более 20 лет, как Владимир Лонгинов считался пропавшим без вести. В 1965 году, когда Петр Васильевич Гоголь нашел запись, документы и наградные герои Советского Союза в Подольском архиве, с этого и начался интерес к личности Лонгинова. В ночь на 25 сентября 1943 года рота, в которой Владимир Лонгинов командовал пулеметным расчетом, одной из первых форсировала Днепр в районе Канева. Они пулеметным огнем прикрывали переправу, участвовали в бою по захвату плацдарма. В этом кровопролитном бою Владимир лично уничтожил более 80 солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование и проявленную в бою отвагу сержанту Владимиру Лонгинову было присвоено звание Героя Советского Союза. Изучая события прошлого, на сайте «Память народа» удалось найти информацию, что при форсировании Днепра 3 воина из Якутии были представлены к высокой награде героя. Командир отделения противотанковых ружей Максим Жадейкин, разведчик взвода пешей разведки Виктор Стрельцов и командир пулеметной роты Владимир Лонгинов. В принципе, происходит восстановление какого-то генетического кода в этих артефактах, которые становятся доступны, понятны в фотографиях, в событиях. Во всем этом начинаешь себя ощущать частью истории нашего Отечества, частью земли, и это дает силы для того, чтобы жить дальше и искать дальше, чтобы всем последующим потомкам утраченные звенья в силу обстоятельств и истории, страниц истории, которые были, чтобы у них была полная информация о том времени, об особенностях этого времени, о сложностях, в котором жили и продолжали род предки, несмотря ни на что, вопреки всему. Последний герой из старинного рода Лонгиновых покоится недалеко от Днепра, в братской могиле села Пшеничники Каневского района Черкасской области. Место захоронения Владимира было установлено в результате переписки пионерского отряда Барагонской школы под руководством педагога Александры Петровны Азаровой. В селе Танда, на его малой родине, возвышается храм, где был крещен Владимир Лонгинов. Ныне это историко-архитектурный музей имени Готовцева. В экспозициях музея отражена история жизни и гибели героя Советского Союза из старинного рода священнослужителей Лонгиновых. Память сильнее времени.